Эти наши нации возродится только через вот это, то, что сегодня происходит. Через страдать. Через страдания, безусловно. Шеварнадзе сделал, я не знаю, как это сейчас я не буду характеристику давать этому явлению, это и так видно. Но в итоге он сплотит, возродит наши маленькие народы. И я думаю, что мы выживем в другом качестве, более хорошем, более добром, более мужественном, более честном. Возродимся. Когда я его лепил, у меня было желание не только и не столько мощный портретное сходство, похож на вот. В нем я видел совесть нации. И вот эта сила духа в нем всегда выражалась, а потом как-то мне поручили монету делать. Ну, вот то, что я не смог выразить в той пластике скульптурной, я очень хотел, чтобы оно было передано через этот рисунок, через эту монету, потому что и через 1000 лет, когда люди не будут знать, как Мушни выглядел, а монета будет передавать, вот каким он был. И надежда, вот всем нам, он надеется на всех нас. Вот это. В какой-то мере, если это получится, я буду, конечно, безмерно счастлив. Я его без бороды не знаю. Я всегда видел с бородой его. Даже была фотография его без бороды где-то, вот он как-то был. И он вот был на Амре, встречаясь в основном всегда, ну, всем там, все наше общество там проделало время. Он пришел без бороды, никто не узнал его. И он сказал, что я брат Мушни. Говорит. И вот так и подумали, что таки есть брат. Что без бороды Мушни как-то никто не воспринимал. Один из самых ярких представителей абхазской интеллигенции 80-х годов XX века, ученый, археолог-палеолитчик Мушни Хварцкия смог стать и одним из первых военачальников с началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. Высокий интеллект, аналитический ум, личное мужество и умение вести людей за собой – эти его качества позволяют друзьям и коллегам считать Мушни Хварцкия личностью абсолютно исторического масштаба. Как говорят они, вне времени и вне пространства. Такие люди привносят в общественную жизнь какую-то самостоятельность, что ли. Очень такой специфический, оригинальный и суверенный взгляд на все. Я вот знаю, что он бывал недоволен, да, бывал разочарован, но я никогда не помню, чтобы он выходил из себя. И вот настолько уважали, что достаточно было его просто такого задумчивого или строгого взгляда, чтобы всем хотелось уже как-то исправить ситуацию. Он дружил с грузинами, с армянами, с абхазами. Он воевал, но при этом с каким уважением относился и к тем, кто воюет, ну, то есть пленным, ко всем это. Он такой человек был. И у него было много друзей. И каждый считал его своим близким другом. А мы друг даже не знаем, что мы друзья одного человека. Очень искренне. Вот я, знаете, бывает так, что человек позволяет себе какие-то вот фальшь. Такого, это не муж, не про муж. Такой просто рыцарь. Свободное время проводили вот здесь на Амре часто очень. Он очень серьезно занимался научными изысканиями, рос. Когда нужно было встать на путь воина, он один из первых встал. Но перед этим он тщательно проанализировал. У него был, конечно, ум аналитический. Будучи аспирантом и впоследствии сотрудником Института востоковедения, я ежегодно приезжал домой, собирал виноград, делал вино и водку. Как-то раз, чтобы помочь мне в сборе винограда, ко мне на помощь пришли мои друзья Мушни Хварцкия, Ермолай Аджинджал и Руслан Гожба. Вначале Мушни выбрал дерево наиболее сложное и забрался на него. Это была мимоза, на которой можно было собрать ведра 2 винограда. Я никогда не забирался на него. Уж слишком оно казалось мне недоступным.
Принципиальный Мушни решил собрать виноград именно с мимозы. Нашлись сложные участки для других моих друзей. Одним словом, львиная доля урожая была собрана моими добровольными помощниками. В 20 веке, который принес переломный прогресс в экономике, науке, культуре, политике, геополитике, Мушни Хварцкий изучал век каменный. Он понимал, что только действительно хорошо и глубоко зная прошлое, можно говорить о дне сегодняшнем и думать о завтрашнем. Он воспринимал палеолит, как бы это выразить точнее, не столько как науку, сколько как способ узнать побольше о предках. Нет, я не точен. Палеолит для Мушни именно наука, но наука, призванная помочь современникам лучше понять и почувствовать предков. И только эта цель оправдывает их ремесло. Горы поднимались, реки опускались, я как сейчас не забуду. А люди были великими путешественниками. Он говорит, ты знаешь, что это значит? Я говорю, нет. Вот как мы с тобой в пещере были, мы нашли предметы, минералы, которых вообще на Кавказе нет. Я говорю, может, там как-то занесло. Он говорит, таких вещей невозможно занести. Это люди переносили. Ты понимаешь? Как сегодня мы переносим культуру друг к другу с книгами, там, с песнями, с нашими какими-то эпосом, так же они переносили материальную культуру. У них вообще ничего не было. Они жили впроголодь, они мерзли, но они несли вот эту культуру. Вы понимаете, как глубоко этот человек понимал то, чем он занимался? В 80-е Мушни Хварцкий работал в Абхазском институте литературы и истории имени Дмитрия Гулия, сначала лаборантом, потом младшим научным сотрудником. С 1987 года он научный сотрудник Абхазского государственного музея. Мама очень долго о нем рассказывала, о том, какой талантливый, замечательный молодой человек пришел в музей. И мы вот там встретились. Потом мы очень часто и с Адгуром, и с Дианой, и с другими друзьями приходили к Мушне. Почему-то какое-то время он даже ночевал в одной комнатке, которая прилегала к музею, которая была как-то его вот таким кабинетом, и там была масса интересного. Там было старинное издание Библии, находил вот списки там колена Давидова и так далее, какие-то абхазские фамилии, там Эшбай, Шамба и так далее. И вот он был таким вот первооткрывателем. И уже там вот в этой маленькой комнатке Руслан Гошба тоже там часто они беседовали. Нас познакомил Игорь Чичко фактически. Он говорит, я хочу, чтобы вот этот парень, говорит, а Мушни такой скромный был, даже представить себе не может. У меня чай кончался, я к нему, у него чай кончался, он к нему. Потом ребята к нам очень много приходило людей, которые горели душой. Мушни рос на наших глазах. Познакомил меня с ним Станислав Лакоба. Станислав Лакоба занимался палеолитом. Но потом он решил оставить это занятие и передал свои книги по палеолиту Мушни. Там мы с ним познакомились. А потом уже в Кистюрке уже как бы уже подружились. В центре города, вот недалеко отсюда, вот в том перекрестке, вот где вот аптека, да, где башня с часами, вот там мы подождали, он подошел, вот, и так коротко переговорили, Станислав передал ему свои книги. Я был филологом, но можно было выбирать практику. Я поехал не в Карелию, в Петрозаводск, а на археологические раскопки. Там мы познакомились с Мушни. Ну, я хочу вам сказать, что Мушни не был обычным человеком. Ну, какой-то невероятно обаятельный. Люди совершенно вот... Первый раз, который увидели, стоило им пообщаться несколько дней, просто влюблялись в него. Потом они говорили о нем, вспоминали.
Делали из него какого-то такого своего кумира, своих этих воспоминаний. Он располагал. И не прикладывал для этого вообще никаких усилий. Он мог завести на любое дело. Если мне сейчас кто-то сказал, там, иди что-то сделай, я скажу, знаешь, а вот если это муж не сказал бы, мы вообще не сомневались. Ну вот он сказал, значит, это можно делать. Давайте сделаем такое. При помощи Вадима Бжани осуществилась экспедиция в Хуапе. Хотя ею руководил сотрудник ОБНИ Игорь Свинария, кандидат исторических наук. И как-то Вадим Бжаня направил меня, Мушних Вартския и Игоря Свинария на раскопки скотоводческой пещеры на берегу реки Игырты. Игорь Свинарий отправился ловить форель. Мушни и я остались копать стоянку. У нас с собой были булка хлеба, бутылка водки, кружок сыра и арбуз. Через некоторое время вернулся с рыбалки Игорь Свинарий и принес обещанную ранее форель. Мы нанизали ее на пруд и развели костер. Внезапно начался сильный дождь. Мы перенесли костер в пещеру. Рыба, жареная на вертеле, сыр, арбуз, водка и хлеб были необычайно вкусными. Сидя в этой пещере, мы ощущали себя древними скотоводами. О том, что он мог стать крупным ученым, говорит хотя бы тот факт, что еще будучи студентом историко-правового факультета Сухумского пединститута, Мушних Вартския открыл стоянку древнего человека в пещере Мачагуа. Это многослойный среднепалеолитический памятник в высокогорном селе Хуап Гудаутского района. Тогда мы все были такими материалистами и все воспитаны на такой философии материализма. А Мушни уже тогда вот очень интересовался и мистикой, да, и литературой, например, Карлоса Кастанеда. Он читал. Его взгляд на то, что вот мир гораздо более многообразен и сложнее, чем то, что предлагает материализм, что есть какие-то очень скрытые взаимосвязи. В связи с этим он всегда вот как бы интересовался и вспоминал абхазские мифы. И вот там же в Хуапе была гора, которой приписывали такие какие-то волшебные свойства. Изучая дальних предков, Мушни не только открывал их, но и открывался он сам. Он готовился однажды вступить с ними в ту связь, которой не помеха ни время, ни расстояние, ни пределы человеческой жизни и смерти. У него нюх был, он находил, он копнет, обязательно что-нибудь должен найти. Мачагу же он копнул и бронзовый топорик. Она над ущельем нависает, но оттуда такой красивый вид на Гудаутский район. И вот там Мушний копал пещеру. Ну, к нему все приезжали, а мы по соседству жили. Я его с братьями познакомил, они стали «не разлей вода». Прямо вот это слово. Мушни был изумлен открывшимся ему зрелищем. От валуна начинался крутой склон, проросший самшитом. Оттуда снизу едва доносился шум реки, а дальше виднелся альпийский луг, потом вереница холмов. Мушни узнавал знакомые очертания Абхазии, словно на миг явился облик древней земли, нетронутой, свободной. Но Кремняк вывел археологов из созерцательного состояния, настойчиво показывая рукой куда-то вдаль. «Ацута», — сказал Кремняк, что означает и на современном абхазском «город». Средний палеолит ассоциируется с поздними неандертальцами. Ученые относят это к мустьерской культуре или мустьерской эпохе. Работая с памятником Мачагуа в течение нескольких лет, он открыл рядом еще несколько пещерных стоянок. Многие его друзья, молодые ученые и писатели, приезжали к нему на раскопки в Хуап, в археологический лагерь.
Одной из них была и Арда Иналыпа. Это был такой вот мир, который был создан Мушни. Он там как бы царствовал. Это был человек, который создал этот небольшой мир. И днем все работали, у каждого были свои обязанности, но вечера это было что-то потрясающее, потому что это были интереснейшие беседы, споры, игры. Было очень весело, очень интересно, очень светло как-то и очень тепло. Святая гора была, собственно, не гора, а скорее высокий холм, густо заросший грабом. Там и находилась пещера Кремняков. У подножия Святой горы речка раздваивалась. Один рукав ее приводил в движение две недалеко отстоящие друг от друга мельницы на зеленом лугу, усеянном великолепными мшистыми камнями. Хуап – истинный сад камней. Хуапах утром говорит, давай пойдем с тобой на разведку. Ну, я такой не ходун был, но хотя вот по сравнению с ним, я иду ровно. Он туды-сюда, вот так, зигзагами меня встречает. На середине пути он взял мой рюкзак, второй рюкзак. Вот он в 2 раза меньше меня худел. Туда пришли, нашли какую-то пищу, гроты. Я говорю, давай шурф копать. Я говорю, давай я начну. А я же хитрый. Верхний слой дерна, он очень легко копается. Дальше я знаю, что будет. И я скопал дерн. Он говорит, теперь я. И я, когда проснулся, я так устал, он скопал 1,5 метра. Дерна уже фиксировал. Я говорю, ну что ты меня не разбудил? Тебе просто спасибо, что ты со мной пошел. Начинающие археологи, в числе которых был и Мушни Хварцкия, приезжали в Новый Афон к художнику Руслану Пандария. Он интересовался историей, часто ходил в горы с друзьями, где попадались археологические находки из бронзы и металла. В одном месте пещера была, а в пещере в этой очень много было керамики, недалеко от Афона. Его не интересовало средневековье, его не интересовали вот эти древние. И мы его повели в эту пещеру, профессиональный такой археолог. Он там остался в этой пещере и даже несколько дней ночевал и копал. Копал ее, в общем, хотел найти кремниевые наконечники, дротики и так далее. Через несколько дней он пришел и говорит, может, ты что-нибудь нашел? Он, бедный, с разочарованием, говорит, всю пещеру, говорит, перекопал, говорит, все, но ни одного черепка не нашел. На Афонской горе есть такая пещера, Акую называется. В эту Акую Гивик решил спускаться. Как раз в этот период и Саша Бардадын был с нами. И в этой пещере, почему его заинтересовало? Потому что эта пещера была, там были останки этого пещерного медведя. Вот он хотел тоже посмотреть эту пещеру. Довольно она сложная, там колодец большой, надо было спускаться по веревке. И вот Саша тогда спускался, Мушни как раз тогда спускался в эту пещеру, я помню хорошо. Поздно ночью мы только смогли их вытащить оттуда. Признанным авторитетом в области изучения нижнего и среднего палеолита был научный руководитель Мушни Хварцкия, советский и российский археолог, доктор исторических наук Василий Прокофьевич Любин. Он открыл и изучил пещерные кударские стоянки в Южной Осетии. Почти за 30 лет раскопок в 2 из 5 пещер им был собран богатейший материал – более 7 тысяч археологических находок, которые сейчас в основном хранятся в Эрмитаже. Кударская экспедиция славилась своими сильными традициями. И, конечно, молодому ученому Мушни Хварцкия, который оказался на археологических раскопках в Южной Осетии в 1983 году, в среде фанатично преданных своему делу людей, было крайне интересно и полезно. Говорят, что именно после этих экспедиций Мушни Хварцкия определился с направлением в археологии. Им стал палеолит. Мушни Хварцкия был направлен в Питер в аспирантуру. Он стал моим аспирантом, и прошел хорошую школу, причем будучи человеком неординарным, очень талантливым.
с большим творческим потенциалом. Он за считанные годы он освоил не только азы нашей науки, он стал профессионалом. И эти годы, вот он пробыл у нас 3 года, это годы были не простого примитивного ученичества, это были годы, когда он освоил, так сказать, все существо вот нашей первобытной археологии. И тут же, вернувшись в свою родную Абхазию, он провел очень масштабные рекогносцировочные работы, то есть разведки широкого масштаба, причем не только в предгорьях, как это делалось до него в течение многих десятков лет. Он перенес эти работы в средние горы, в Среднегорье, и открыл очень много пунктов, крайне перспективных. В этих пещерах он поставил разведанные шурфы, и в нескольких пещерах, в 5 или в 6, насколько мне не изменяет память, он обнаружил культурные слои, не только которые можно было по кремниям, которые он там нашел, по кремниевым изделиям, не только периода Мусте, то есть времени 40-50 тысяч лет тому назад, но и более древние слои. В одной из пещер он нашел каменные орудия ашельского облика. Это совершенно новый шаг в изучении древностей Абхазии. Василий Прокофьевич учил, что у археологов-палеолитчиков должно быть глобальное мышление, масштабное. Конечно, у тех, кто изучает локальные археологические культуры, бронзовый век, скифов или ацтеков, гораздо больше артефактов, признался Любин в одном из интервью. Наши артефакты – это булыжники. Но мы берем этот камень в руки и начинаем думать, кто были создатели этого изделия, к какому времени оно относится, как его сделали. Через 20 лет после войны он приехал в Абхазию, это меня так тронуло. И он так тепло говорил о Мушне, он сказал одну классическую вещь. Есть, говорит, палеолитчики, то есть для него других археологов не было. И вот палеолитчики, они такие, все остальные как бы вот, это другая категория людей. Есть, говорит, палеолитчики талантливые, умные. То есть они могут выучить, могут сделать. А есть прирожденные. Вот Мушни, у него прирожденный нюх. От его глаза не отходил ни один скол. Он чувствовал этот материал. Он все время, а в Костенках же там вообще круглый год копает. А потом он даже был в лагере, в котором они жили как первобытные люди, без продуктов, без ничего, они без спичек, они кремень ломали. Очень образованный, мыслящий, харизматический. Он умел организовать, произвести впечатление на окружающих, повести за собой людей. Причем он делал это в какой-то сдержанной, спокойной манере, но за этим чувствовал большая сила, большое такое личностное обаяние. И люди за ним шли, люди ему верили. Он всякий раз говорил, что вот скоро будет война, нам предстоит, значит, отстаивать, говорил даже, что нам придется партизанами стать и так далее. Собственно говоря, был готовился к войне, он знал, что она будет. И в этом тоже его отличительная черта, что он мог предвидеть, что впереди нас ждет. Это просто анализ, который он делал из, собственно говоря, нашей жизни. Я помню, буквально еще задолго до войны мы с ним ходили по каким-то разным инстанциям, там, где работали абхазцы, просить для того, чтобы оружие имели.
У нас же была катастрофа с оружием. Мы знали, что грузины вооружаются местно, а у нас и не было никакого оружия. Вот. И он нашел вот такую возможность, обмен, значит, лес, значит, из которого приклады делают к автомату, обменивать на, собственно говоря, сами. Ну, такой бартер, значит, какой-то был. Не скажу где, но было так. Ну, тогда это развал СССР предстоял еще. Вот. И сам ездил, привозил. Ему пришлось взять на свои плечи то, что просто некому было брать. И поэтому из археолога ему пришлось стать военным. Конец 80-х и начало 90-х. В перестроечный период этнополитическая ситуация в Абхазии оставалась напряженной. Распад Союза СССР был необратим. Разногласия по вопросу перспективы взаимоотношений между Грузинской союзной и Абхазской автономной республиками усугублялось. Природный воин был, природный воин. Есть природные политики, правда же? Вот Владислав Сергеевич Багапшин, вот это с ними, они выросли с этим. И здесь тоже можно сказать о Мушне, что он был природным воином, но очень рациональным, то есть, не просто воин вот ради этого, а у него им двигала идея спасения Абхазии. И вот всегда меня это все очень воодушевляло, что такой человек, который очень цельная натура, и очень глубокая, и которая вот движима вот идеологией, да, идеей защиты своего народа немногочисленного. Он полностью переключился со своей основной работы, с научной работы. Вот ушел в вот эту сферу абхазских вопросов. Для него это стало первично. В тот период, а именно в 1989 году, в интервью журналу «Огонек» академик Андрей Сахаров говорит о Грузинской ССР как о малой империи. Несколькими месяцами ранее на первом съезде народных депутатов СССР он попытался озвучить декрет о власти, предложение о разработке поправок к Конституции СССР. Историк и археолог Анзор Агумаа так вспоминал просмотр этого известного выступления. С трибуны гнали Сахарова, улюлюкали, топали ногами, значит, и некоторые собиратели хлопка, там, даже вотум недоверия ему. Я выступал против введения советских войск в Афганистане, и за это был сослан в Горький. Я горжусь этой ссылкой в Горький, как наградой, которую я получил. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд или нет? Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество, которое... У меня есть мандат, выходящий за пределы данного съезда. В стране, в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. И я повернулся, чтобы сказать, какая серая масса великого человека гонит со сцены, не хочет слушать великого правозащитника. Повернулся, чтобы это сказать, и увидел на его глазах крупные слезы. Молча слезы лились из его глаз. Это я тогда понял, что рядом со мной сидит непростой, выдающийся человек. Перед самой войной он, кстати сказать, первый, кто был не то чтобы предсказал войну, но понимал, что она неизбежна. Я с ним часто спорила и говорила, что это будет ужасно, потому что лучшие погибнут. А он говорил, что лучше смотреть правде в глаза и готовиться к этой войне. И он действительно готовился. Вот перед самой войной он ходил уже в форме, и что-то новое появилось в его образе. Он стал более каким-то собранным, более строгим, более закрытым. И вот эта
в его образе тоже ощущалось вот более ожесточенное время, и вот как бы предугадывалось, какая тяжелая, но героическая судьба его ждет. Процесс развала советской страны не мог не отразиться на ситуации в республиках, которые еще вчера были союзными и полностью зависели от центра. Стали появляться организации националистического толка. К примеру, в Грузии такие формирования, как Мхидриони, Белый Орел и другие. А политическое руководство республики задало главный вектор деятельности – Грузия для грузин. Фактически государственные структуры власти уже были парализованы перед развалом Советского Союза. И на себя заботу о своем народе фактически взяло национально-освободительное движение Айтгвар. Мушни Хварцкий один из тех, кто работал в направлении создания групп самообороны. Отряды самообороны, которые стали организовывать по районам Абхазии, нуждались в оружии. В соответствии с договоренностями о разделе имущества бывшей советской армии между Россией и Грузией, большая часть арсенала Закавказского военного округа была передана Грузии. Он выезжает в Питер и скупает вооружение как у продажных чиновников, так и у откровенного криминала. Это оружие складируется по всему городу в различных местах. Карабины, автоматы, пулеметы. 60% было старое оружие. Еще времен Великой Отечественной войны. Но было и современные. Были гранатометы, автоматы современные, снайперские винтовки старые. Когда вот загрузили мы все это оружие, как сейчас помню, коробка из-под холодильника Норд, и стоим на Невском проспекте, ветер дует, прохладно так, капает слегка, холодно. И вижу я, машина снизу с Невского поднимается наверх, едет милицейский УАЗик. Но думаю, этого не хватало. Весь меня аж при той погоде холодной, меня аж в пот горячий кинуло. А Мушни поворачивается к этой машине, останавливает его, этот УАЗик, разговаривает о чем-то с ППСовцами, вот, с милиционерами. Пообщался, они подъехали. Ну давайте, сзади открыли пятую дверь на УАЗике, затащили в УАЗик, и один из этих милиционеров говорит: вы что, камни возите, что ли? Еле-еле, мол, мы с этим справились. Да это, говорит, не камни уже мощные. Мы, говорит, занимаемся археологией и едем сейчас на раскопки. Это все то, что нам необходимо для проведения работ археологических. Хорошо. Сели в машину. Я слово вымолвить не могу. Ребята, кто были рядом, тоже сидят, бледные, смотрим. А он им по полной программе объясняет, рассказывает, что такое археология, из чего она состоит. А я думаю в голове, не знаю, какой ты археолог, не знал тебя раньше, но психолог ты хороший. И эта машина нас довезла прям до, даже не к вокзалу, а к путям. Подъехали к поезду, милиция помогла нам разгрузить, соответственно, те другие, кто увидели милиционеры уже на вокзале, никаких вопросов к нам не было. С января 1992 года Сергей Аршба был в полку внутренних войск Абхазии, потом стал командиром роты 2-го Агудзерского батальона. Мушни был комиссаром батальона. Он предчувствовал войну, а точнее предвещал ее, анализируя события, которые происходили с развалом большой страны. Мы будем воевать не так, как учат в Академии Генерального штаба. Мы будем воевать по-другому. Если, говорит, у нашего противника будет оружие, то у нас есть дух. Мы, говорит, противопоставим дух оружию. И мы, говорит, выиграем. Он убежден был в этом. У меня было образование, высшее образование. Я учился военному делу. Но когда я стоял вместе с ним, я чувствовал, что не просто
очень многого, что он знает в военном деле, я не понимаю, но какое-то вот было ощущение, когда студент стоит перед профессором, а у него не было военного образования, он был просто-напросто археолог. Грузия взялась окончательно решить абхазскую проблему путем военной агрессии. 14 августа 1992 года грузинские военизированные бандформирования вторглись на территорию Абхазии. Мушни был одним из немногих, кто принял первый бой на Красном мосту. Я думаю, что ему это очень легко далось. Не было у него никаких вот таких... А может, он вообще сам этого перехода не заметил. Если какие-то аналогии проводить исторические, ну, я бы вам привел пример, например, Гая Юлия Цезаря. Это был и военачальник, это был и философ, это был и литератор, это был и дипломат, и политический деятель. Мне кажется, Мушни тоже был из этой категории. Просто вот в какой-то момент он понял, что это важнее. Там я начал искать что-то с Садгуром и Налпой, надо как бы оружие. Мы Мушни встретили на Красном мосту. Я говорю, Мушни, нам нужно оружие. Он говорит, ты с оружием, ты что, с ума сошел? Говорит, и от гуру, давайте, идите туда, отходите. Но я был рядом с ним. То есть практически все его друзья, те, которые были с ним по жизни, они все пошли, они все воевали. И, как-то получилось, что кто-то раненый пока помогал. К концу дня, уже 17 августа, у меня уже 30 человек было, медсестер, машин. И каждый раз, и мы в эшерах, Мушни, говорю, мне оружие нужно. Потом занимался своим делом. И в один день я железно, уже всем дают автоматы какие-то. С ним автомат Саргистахов. Он где зутахет. Сейбашет зигреб шарайхосто. Я говорю, санчас, я с доктором. Усайхет усан. Ни в коем случае. Если ты возьмешь оружие и начнешь воевать, зная твой характер, я же пацифист был, за это у меня проблемы были. Люди подумают, что мы дошли до крайней черты, а варгу кого еще. Встретил Мушни где-то в районе, чуть ниже вот нами, Красного моста. Он был еще, ребята с ним. Я сразу к нему подошел. Мушни посмотрел на меня и говорит, ну вот, еще один доброволец тут. Беслан Гурджуа, как и многие в те дни, был без оружия. Обсудив положение дел, решили на катере добраться до Агудзеры, где был батальон Мушни и какое-то оружие. Беслан Гурджуа знал Мушни еще с 80-х, они были хорошими приятелями, а теперь их связала война. Еще через пару дней встретились в районе столичного универсама, где Мушни сообщил, что надо отходить за Гумсту, в Еширу и думать, как действовать дальше. Буквально через 10 дней после начала войны Мушни Хварцкия был назначен командующим Гумистинским оборонительным рубежом, ставшим впоследствии Гумистинским фронтом. Когда танки прорвались между Верхней и Нижней Эшерой, вклинились на километра на 1,5, на 2 в глубину обороны нашей, ночью Мушни собрал личный состав и выдвинулся. У нас не было в тот момент достаточного количества боеприпасов, способных поражать бронированные цели. У нас были только автоматы. Так вот, Мушни объяснил, ничего, говорит, в этом страшного нет. Сейчас, говорит, темно, рельеф местности позволяет. Залезаем на броню, открываем люк, кидаем туда гранату. Вот нервная система у него, наверное, из самых таких толстых, сверхкрепких канатов была сделана. Или вообще, может, ее не было. У него только вот логика, мышление. Он ни разу не ошибся.
Он ходил вдоль линии фронта и нашим ребятам всем говорил: делайте окопы, делайте блиндажи. Я вот все время удивлялся, думаю, как вот человек, который был связан с археологией, это гуманитарная такая профессия, и вдруг он смог вот так адаптироваться к этой военной обстановке, понимаете? И это очень грамотно у него все получалось, между прочим. А наши ребята, они же, мы же не были военные, простые были люди, понимаете? Вот, и зачем именно окопы? Мы думали, что это не нужно будет. А на самом деле окопы очень много людей спасли, блиндажи спасли очень много людей. По заданию Мушни-Хвардския на месте бывшего ресторана в Нижней Шире был создан штаб. На помощь стихийно организованной обороне прибыли друзья Мушни из Санкт-Петербурга. Как раз приехал Миша Демьянов, он кадровый советский офицер, капитан, афган прошел. Мушни назначил его начальником штаба, меня помощником, и мы начали вот такую организационную работу. Грузинский прорыв танковый они заняли. На нашем берегу Мушни сразу не просто стал молчалив, он стал задумчив, поменялся очень сильно. Если раньше у него были какие-нибудь моменты юмора, что-то, как обычно мы с ним, то тут они просто исчезли, он вдруг понял страшную угрозу. Мы тоже понимали, прорыв танковый, нам нечем было остановить. В один день он мне говорит, у меня тогда была такая машина «Запорожец». Садись. Мы ехали, где-то повернули, поднимались в горы, в горы, в горы. Я говорю, что? Он говорит, места ищем, сюда, где топливо будем свозить, где продукты урожай. Если они прорвутся, мы будем уходить в горы. А мы перед этим строили там вторую линию обороны, это уже вот перед тещиным языком спуском. Но мы понимали, что это ничего их не остановит, не удержим. И Мушни уже как бы план «Б». Но я вам скажу, чем он отличался от многих, наверное, других военачальников. Или не знаю. У него не всегда был план А, план Б, и еще, который, допустим, знали единицы, а еще план С, который знал только он сам. Вот что у него было. Ну вот наш план Б был такой. И прошло день или два, они не двигались вперед. Мушни ездил в Гудауту к Владиславу Григорьевичу, еще с кем-то встречался. То есть ситуация была такая, что все, мы проигрываем войну. Им нужно было ровно там сутки, двое, и они в Гудаутах. А у нас был радиоперехват такой. Они передавали на ту сторону: грузины, вашу мать, где пехота? И когда мы этот перехват получили, Миша Демьянов был внизу на Сергееве, Пигаре и Арзадина, Агарба. У них. Мы немножко вздохнули, поняли, что у них нету пехоты. И перед этим, по-моему, или после этого, неважно. А Мушни, понимая, что мы-то не сможем их, конечно, он постоянно сам руководил, даже я пару раз с ним в этих вылазках. Мы постоянно атаковали их, просто стреляли, делали вид, что штурмуем, подрывали, все время не давали им покоя. И постепенно, когда пехота застряла в Сухуми, видно, не награбилась еще. Они взяли, сами ушли. Если бы не сделал бы это Мушни, весь эти атаки, планы, то они бы не ушли, и мы проиграли. Практически уже превратилась в Великую Отечественную войну, куда вошли в составе интернациональных сил, так скажем, представители конфедерации, то есть северокавказских народов, наших ближайших родственников по крови, по характеру, по психологии. По происхождению. По происхождению, безусловно. Наши ближайшие родственники, это наши близкие. По понятиям.
по каким-то общечеловеческим, обыденным поступкам. И очень по духу, безусловно. Дух есть дух, он, видимо, так просто не улетучивается, как винные пары. Человек — это нечто более великое, нечто более, я не знаю, как выразиться, но большое, так скажем. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. И я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Но другое дело, что понимать под победой. Победу духа или победу какой-то физической силой. Расправы нашей над кем-то другим, который на нас пошел. Мысли Мушни, высказанные им в этом интервью, которое сразу разобрали на цитаты, было записано как раз Мишей Демьяновым, приехавшим с друзьями из Санкт-Петербурга. Тяжелые испытания ожидали самого Михаила Демьянова. Ближе к концу войны он попал в грузинский плен, был подвергнут жестоким неоднократным пыткам. Чуть позже его удалось обменять на грузинского генерала. Сюда же, в Эширский штаб Гуместинского оборонительного рубежа, Мушни попросил прийти Руслана Пандария, для которого он подготовил отдельное задание. Если в 80-е художника и археолога связал интерес к истории и искусству, 90-е поставили перед ними новую задачу – защитить культурные и научные завоевания. Будучи командиром батальона, Мушни, родом из Эширы, хорошо ориентируясь на местности, участвовал в боевых вылазках через реку Гумста. Личный бинокль Мушни и переговорное переносное устройство определили дальнейшие действия Руслана Пандария на фронте. Этот самый бинокль, который Мушни мне дал в Эширах в штабе. И вот с этим биноклем я вел наблюдение с горы Верещагина на Гуместинском фронте. Вот. И по рации передавал всю информацию, то, что видел, где находятся танки, где находятся пушки и так далее. Ну, здесь как раз видно, что это его личный бинокль, потому что здесь его фамилия и инициалы. И в то же время здесь еще вот эти насечки, которые, их довольно много. Когда я его спросил, что за насечки, он говорит, это, говорит, мои ночные вылазки на ту сторону Гуместы. Вот его слова были. Здесь только настраивать надо. Он до сих пор тоже работает, его можно спокойно, если он может, очень нормальный бинокль, хороший. Советский? Да, Совет? да, да. Только здесь еще резиночки были, видно, потерялись. Ближе к концу октября 1992-го Мушнихвардский был направлен на Восточный фронт в должности представителя Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия по Ачимчирско-Тхварчильскому направлению. Связано это было с необходимостью структурировать партизанские отряды и формировать армию. Там он стал одним из организаторов освобождения села Кочара, имевшего стратегическое значение. Принимал участие в вылазках в тыл врага в составе спецгруппы, сформированной им самим. Мушни разработал операцию на участке Ануа-Архо. Спустившись на трассу, его группа подбила БМП, грузовик и перекрыла дорогу. Вот теперь Миша говорит, и как мы здесь будем сидеть? Мушни говорит, копать. Я говорю, копать не получится. Нелюбовь абхазцев к копанию всем известна. Ну, тогда мы решили, Мушни говорит, трактор будет копать. Я говорю, как трактор? А звук? Ничего, ночью, говорит, там мы закрутим какой-нибудь звук, там постреляем. То есть он придумал, что трактор такой небольшой, и он копал траншеи. Прямо метров 300-400 от грузинских позиций. Ну, а те даже до такой наглости и додуматься не могли. Ну, кое-что потом руками выправили. Мы держали ее, не помню, по времени больше недели. Штурмовали нас очень сильно. И самый большой штурм был, когда участвовал вертолет. Душа, ты полетишь по Млечному пути, где множество родных теней обнять удастся.
пред тем, как и тебе придет пора врасти в тот мир, где суждено забыться и остаться, откуда и мой дед не захотел уйти, умевший из любых скитаний возвращаться. Бесстрашный воин и проявивший себя как талантливый организатор сопротивления Мушни Хварцке погиб 6 декабря 1992 года в селе Лашкиндар на 4-м месяце войны. Справа идет один и кричит, чтобы все слышали противники. Первая рота слева, вторая справа, как сегодня помню его эти слова, а он шел один, просто наводил страх на противника. Поднялись мы на эту сопку, вроде мы ее уже взяли, почти можно сказать. Фактически вот на том месте мы все собрались. Слева шла наша группа еще одна, как бы они еще не дошли. И Мушник говорит, возьми несколько человек с собой, встреть наших ребят, чтобы друг друга уже не перестреляли, уже смеркалось, почти уже темно, можно сказать. Ну, темнеет, уже смеркается. Я отошел с ребятами метров 5-6, и он крикнул мне, Беслан, работай лежа, а не рядом. Я остановился на колено и услышал звук чеки. Чека сработала гранатой, граната полетела, упала сзади нас. От взрыва погиб Мушник, я получил ранение. Увидел, как противник, даже который кидал гранату, как отходит. Ну, мы как бы он не ушел, никуда не ушел, он лег там. В Лашкиндаре в том бою практически одновременно с Мушни погиб и уроженец Абхазии Вячеслав Попов. Было принято решение похоронить их в селе Лыхны на исторической поляне Лыхнашта, знаковом и дорогом сердцу абхазов месте. То есть, когда его привезли, Владислав знал, что мы ближайшие друзья, мы с ним дружили в экспедициях. Что будем делать, как будем хоронить? Ну, он, конечно, в Ишерах тогда нельзя было. Я говорю, ну, единственное место приемлемое, я думаю, что вот Лыхнашта, для хорошее место, там храм, там священная поляна, там Георгий Алексеевич Дезария погребен. Сегодня мы прощаемся с героями. Мушни Хварцке, Вячеслав Попов. Оба уроженца Абхазии, оба земляка, оба с первого дня войны на ее полях проявляли свое мужество. Оба дрались до последней капли крови фактически, погибли для того, чтобы будущие поколения могли на этой земле обрести мир, свободу и счастье. Открыватель многих замечательных памятников, исследовавший великолепный памятник здесь, в Гудаутском районе, каменного века, и привлекавший к нему внимание многих специалистов. Когда война, всегда погибают в первую очередь лучшие представители народа, самые совестливые, самые самоотверженные. Очень жаль всех людей, которые отдали свои жизни, это, конечно, святые люди, которые отдали свои жизни. Но вот три человека, которые мне вот наиболее больно отразились, это вот три человека, это Мушни Хварцке, Адгур Налапа и Мирот Гожба. Вот это для меня это вот просто трагедия, на самом деле. Снится вам? Не просто снит, даже вот я его вижу, мы общаемся. Во все времена, то есть я часто его вижу. Но он меня не пугает. Я, кстати, Адгура тоже часто вижу. Сестру вижу. Ну, как-то они меня не пугают. Но во всех очень сложных ситуациях, политических, жизненных, я его видел. У меня всегда был один такой вопрос. Вот знаете, вот есть такое понятие камертон, проверить звук на частоту. Я с Ардой как-то с друзьями сидели, вот
Я говорю, а сейчас муж не был, с кем был бы? Я говорю, и мы с нами, конечно. Потому что он такой был человек, для которого достоинство любого человека, это было очень важно. Статья Мушни о пещере Мочагуа, которую никогда ранее не исследовали, вышла в журнале «Советская археология» уже после его гибели. А в 2005 году в Санкт-Петербурге была опубликована коллективная монография «Мочагуа. Памятник среднего каменного века в Абхазии», в которой собраны результаты многолетних комплексных исследований Мушни-Хвардския многослойного среднепалеолитического памятника Мочагуа в районе села Хуап. Феномен Мушни-Хвардския, настоящего сына своей земли, вставшего на ее защиту, сумевшего объединить вокруг себя людей в критическую минуту и повести за собой, еще предстоит открывать и изучать. Сила духа и глубина мысли ученого-воина обессмертили имя Мушни-Афархаца в народной памяти. Прозрачнее неандертальца во сне является мне гость. Ты, Мушни-Хвардский, останься, не торопись назад за мост. Он смотрит взглядом соколинным и ничего не говорит, и только луч сиянием длинным над головой его горит.